Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Села без пожара в Хангаласском Улусе населенные пункты снабжают пожарно-техническим вооружением. Число приемных семей для одиноких пожилых людей в регионе планируют увеличить. Главной фишкой цеха Олонхо в Алекминском районе станет Осоха, и репетиции уже начались. Законопроект, позволяющий бесплатно взять второй дальневосточный гектар при удачном освоении первого, внесен в Кабмин. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Накануне премьер Михаил Мишустин на совещании с членами правкомиссии по развитию Дальнего Востока напомнил о предложении давать желающим второй бесплатный участок земли по программе «Дальневосточный гектар». Он потребовал оперативно расширить программу. Законопроект о втором гектаре уже внесен в правительство. Его можно будет безвозмездно получить уже в августе этого года, без бюрократических процедур и в онлайн-режиме, сказал министр Чекунков. Также премьер поручил постоянно контролировать паводковую ситуацию в регионах и призвал подойти к этому со всем вниманием и ответственностью. Как пояснил глава Кабмина, зима была снежная, и в ряде регионов есть серьезные риски подтоплений во время весеннего половодья. Михаил Мишустин подчеркнул, что речь идет прежде всего о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях, а потому особенно уязвим в случае стихийного бедствия. Премьер выразил необходимость провести селекторное совещание с губернаторами о готовности регионов к борьбе с паводком. Тем временем 10 сел Хангаласского Улуса снабжают пожарно-техническим вооружением. Делается это в рамках проекта «Села без пожаров», инициированного Якутским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. В январе стало известно, что проект получил грант в размере 3 миллионов рублей и будет реализован. Пожарно-техническое вооружение, включающее в себя спецодежду, пожарные инструменты и мотопомпу в комплекте, передают в пользование добровольным пожарным дружинам. Свои комплекты уже получили села Тихтюр, Улаханан, Тумул, Едяй, Кытылдюра и Исид. На этой неделе вооружение вручат добровольным пожарным сел Чкалов, Тайон-Ары, Хоточу и Красный ручей. Перечисленные села находятся в зоне угрозы возникновения лесных пожаров, и в них отсутствуют пожарные части. В комплекс реализации нашего проекта «Села без пожаров» входит и передача противопожарного оборудования. Это и мотопомпы, это лесопожарная установка, это комплект рукавов, комплект переходников, полугаек, значит, все то, что необходимо для использования тушения лесных пожаров. Основной задачей является это вовлечение в профилактическую работу, значит, населения Хангаласского района совместно с добровольными пожарными командами общественного учреждения по Хангаласскому району, добровольной пожарной команды. И, конечно же, вовлекаться в эту работу будут наши школьники в возрасте от 14 до 17 лет. За неделю в Якутии более 9 тысяч человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наблюдается рост заболеваемости. В целом показатель выше уровня эпидпорога на 37%, говорится в сообщении. Среди заболевших 80% дети, большая часть от 7 до 14 лет. Студенты мединститута Северо-Восточного федерального университета первыми вернулись к очной форме обучения. Более 500 старшекурсников приступили к занятиям в стенах института. Допущенные к обучению студенты с 4 по 6 курсы всех отделений, а студенты стоматологии с 3 курса. В ближайшие дни также начнется заселение в общежития. Напомним, из-за ограничений, вызванных пандемией, студенты СВФУ были переведены на дистанционную форму обучения. Лекции и семинары проводились онлайн. Также через интернет учащиеся получали задания для самостоятельных и контрольных работ. Преподаватели отмечают, что качество знаний, полученных студентами, не пострадало. Упор будет на практику. Обычно мы занимаемся в больницах, на клинических базах. Обычно вот цикл лор-болезни проходит в лор-отделении республиканской больницы. И там мы каждый день занимаемся, курируем пациентов, смотрим разных пациентов, пишут истории болезни, да. Но в связи с тем, что клинические базы не все открыты для наших студентов, мы занимаемся здесь. Вот.
в корпусах медицинского института, но не на клинической базе. Аэропорт Чульман летом закроют для приема самолетов на 5 месяцев. Связано это с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается на сайте ФКП «Аэропорты Севера». Замена искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы начнется летом. По этой причине в течение июня ее длину сократят. А с 1 июля до конца октября аэропорт Нерюнгри для посадки самолетов будет закрыт полностью. Изначально аэропорт планировали закрыть из-за ремонта больше, чем на год, но от этого варианта отказались, потому что длительное закрытие могло повлиять на жизнедеятельность района в целом. До 250 планируют увеличить число приемных семей для одиноких пожилых людей в регионе. Приемная семья – это альтернатива домам престарелых. Так, Валентина Сергеевна Ёлкина с 2014 года проживает в семье Савиновых. После переезда в Якутию из Кировской области она вместе с мужем долгое время проработала в развитии сельского хозяйства. Кандидат наук, автор 2 изданий. Вместе с мужем они прожили 45 лет. После кончины супруга Валентина Сергеевна переехала в приемную семью. С тех пор она стала для них как родная бабушка. Пенсионерка обеспечена уходом, питанием, лекарствами и всем необходимым. С удовольствием занимаюсь этими растениями, огурцами, помидорами, морковь, свекла. Это все репа в прошлом году. У меня получилось очень хорошее. До этого несколько лет, не всхожие семена, видимо, были. Нынче опять посажу, дайкон посажу и пастернак. Подобно Валентине Ёлкиной, сейчас в республике 222 человека старшего возраста обрели свою вторую семью. Для поддержки приемных семей предусмотрена ежемесячная выплата. В этом году сумма увеличилась и составляет 21 426 рублей. Также на основании договора пожилой человек может отдавать 70% от своей пенсии. Кроме того, в связи с изменениями в законе, инвалиды первой и второй групп могут проживать в приемных семьях. Домашние условия мы, отвечающие требованиям безопасности в первую очередь. Во-вторых, если человек изъявляет желание взять инвалида, то, конечно, должна быть обеспечена доступная среда. Ну и самое главное, то, что мы, наши представители, это управление соцзащиты на местах, приходят домой, смотрят домашние условия, и они подтверждают, что семья может взять или не может взять человека в себе. Ежегодная конференция «Стратегия развития производственной системы» агрохолдинга «Туймаада» началась сегодня. В мероприятии принимают участие представители крупных сельхозпредприятий из таких городов, как Новосибирск, Воронеж, Саратов и других. На конференции обсуждают практический опыт выращивания зернобобовых и кормовых культур, технологии заготовки сенажа и силоса, контроль качества и безопасность пищевых продуктов, а также выращивание молодняка, крупного рогатого скота и многие другие вопросы. Мы начали нашу работу вчера еще с посещения хозяйства. Ознакомились с поголовьем и с кормовой базой, которая есть в вашем хозяйстве. И поэтому я увидел некоторые недочеты, в частности, это подбор культур кормовых, которые растут у вас и которые можно улучшить. За счет этого будет повышена питательная ценность. Во-вторых, сроки заготовки кормов – это очень важно. Поэтому эти моменты технологического плана надо улучшать здесь. Если мы улучшим качество корма, понятно, что у нас тогда питательная ценность повысится и сразу выход молока повысится. Завершается первый этап зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов, после чего все карточки передадут в Департамент охотничьего хозяйства и на их основании установят численность, определят квоты и лимит добычи в следующий охотсезон. Мониторинг численности диких животных проводится по 3 категориям. Так называемая перепись осуществляется по маршрутам. В общедоступных охотничьих угодьях насчитывается 2170 маршрутов. На сегодняшний день полевая работа выполнена на 100%. Сократилось число участков гнездования стерхов на севере республики. Связано это с глобальным изменением климата. Стерхи прилетают в якутскую тундру в конце мая. Воспроизводство популяции может пострадать из-за непредсказуемости погоды и ее сезонной неустойчивости, отмечают орнитологи. Угроза существует и в гнездовом ареале. Потенциальными конкурентами за гнездовые и кормовые ресурсы, по данным якутских ученых, являются малый лебедь и канадский журавль. В настоящее время в Якутии создана обширная сеть территориальной охраны.
охраны не только стерхов, но и других редких и исчезающих видов птиц. В отдаленных уголках якутской тундры для защиты птиц образовано 19 особо охраняемых природных территорий. Одной из особенностей Эсэха-Олонхо в Алекминском районе станет Осохой. Запевалами назначены главы наслегов, а чтобы картина будущего действа выглядела яснее, с ними поработали специалисты из Якутска, организовав мастер-класс. Елена Фаст расскажет о репетициях к празднику. Алекминский Осохой имеет свою неповторимую особенность, впитавшую историческую культуру и специфику Алекминского края. Он нашел свое особенное место и при проведении Эсэха-Олонхо. Но самая уникальность сейчас, после стольких лет изучения, я думаю, самая уникальность – это доступность. Потому что этот танец может танцевать любой. Там много слов нету, кроме гека-гека. Там движения очень красивые. И я преклоняюсь перед нашими предками, что они были такие по нынешним временам, такие креативные. Они все движения брали с природы. В Национальном центре культуры «Гармония» первые репетиции и мастер-классы. Они тоже необычные, пока сложно увидеть, но это будущее фишка на Эсэхе. 23 глав будут танцевать, петь Алекминский Осохой. На ваш взгляд, есть в нем особенность? Особенность будет, которые они будут, именно мужчины запевалой будут Осохой. Использовать обрядовые танцы – целая наука. У каждого свои тонкости. У Анатолия Сажеграсова опыт есть. Это ритуальные наши танцы древние, и тем более по Олонхо. Надо как-то их восстанавливать, чтобы все какие-то нюансы не были утеряны. Ну, сами знаете, как говорится, традиции, чтобы как-то продолжалось дальше нашим потомкам, чтобы оно не забывалось никогда. Истории и традиции должны сохраняться, убежден молодой глава. Школьные годы, студенческие годы всегда участвовал в художественной самодеятельности. Для меня как бы это не новое. Какие-то определенные моменты умеем, какие-то определенные пока не умеем. Надеюсь, у нас пока время есть, потренируемся, подготовимся. И к Эсэху-Олонхо, я думаю, все будет у нас нормально. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом у меня все. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.